Добрый день, дорогие курсанты и преподаватели! Мы представляем вашему вниманию финальный в этом учебном году выпуск новостей от колледжа государственной и муниципальной службы. Последний месяц уходящего учебного года подвел итоги нашей с вами деятельности. Мы участвовали в городских мероприятиях, выступали на различных площадках, защищали дипломы и, разумеется, творили добрые дела. Начнем мы, пожалуй, с деятельности нашего клуба патриотического воспитания «Барабанная линия». В июне ребята открывали всероссийский фестиваль танцевальных ансамблей «Танцуют все» во Дворце пионеров. Участвовали в праздничном выступлении на Дне города в Ижевске. Также выступали на Дне России в селе Алнаши. Открывали чемпионат на первенство команд по регби на стадионе «Торпедо». И, разумеется, участвовали в Дне памяти и скорби на площади Вечного огня и открывали межрегиональный слет «Казачья смена». 17 июня наши курсанты посетили воспитанников Союза казаков Удмуртской республики и провели показательное выступление по извлечению пострадавшего при ДТП. Юные кадеты оценили по достоинству слаженную работу наших молодых профессионалов. 21 июня в зале заседаний Государственного совета Удмуртской республики прошел урок мужества для кадетов, студентов-медиков и школьников, посвященный Дню памяти. Нашим курсантам была оказана большая честь возложить цветы к вечному огню. 22 июня – День памяти и скорби. 22 июня 1941 года нацистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Спустя 78 лет в этот день наш колледж совместно с правительством Удмуртской республики, Федеральным казначейством, Министерством по физической культуре и спорту и молодежной политике, Росгвардии и поисково-спасательной службы города Ижевска провели церемонию возложения венка к вечному огню. Мы помним наших предков, вставших на защиту своей семьи и родины. Никто не забыт, ничто не забыто. Курсанты наших филиалов в Йошкар-Оле и Ульяновске также принимали участие в акциях «Свеча памяти» и «Красная гвоздика» в своих городах и возлагали цветы к вечному огню в этот день. А теперь к новостям из наших филиалов. В этом месяце стоит отметить активность курсантов филиала города Йошкар-Ола. В начале лета курсанты нашего колледжа посетили семинар по русской культуре и истории России, проводимого в рамках Дня русского языка в Республике Марий-Эл. Затем ребята тренировались проходить огневую полосу психологической подготовки под руководством подполковника МЧС Бутузова Андрея Григорьевича. Также в июне некоторые наши курсанты получили заслуженное удостоверение матроса-спасателя, и про одну из них уже даже написали в новостях республики. Мы поздравляем Викторию Громову с дебютом на службе в качестве спасателя и в прессе. Курсанты филиала Ульяновска тоже не остались без дел в июне. 1 июня в рамках всероссийской акции «Мое безопасное лето» были проведены практические занятия в школах. Курсанты объясняли ребятам правила поведения и меры безопасности при нахождении в лесу, на водоемах. Рассказали о действиях при возникновении чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Ознакомили с правилами оказания первой помощи. 5 июня на базе одной из воинских частей Ульяновского гарнизона состоялись областные состязания, посвященные столетию со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова «Рейтинг Калашникова». В состязаниях приняла участие и успешно выступила команда филиала. Мы поздравляем нашего курсанта Салмину Кристину, она стала победителем в 2 конкурсах – неполная разборка и сборка пистолета и стрельбе из автомата Калашникова. 14 июня наши курсанты принимали активное участие в юридическом диалоге на тему обеспечения избирательных прав граждан в свете модернизации избирательного процесса. Участниками мероприятия стали ведущие юристы практики, эксперты в области избирательного права, преподаватели вузов и средних специальных учебных заведений и представители общественных организаций. Стоит упомянуть, что 27 июня очередная группа курсантов убыла в Республику Крым для работы в качестве матросов-спасателей. В настоящее время уже более 30 человек несут дежурство на пляжах Всероссийского детского центра «Орленок» в Туапсе, клинического санатория Полтава-Крым в городе Саки и отеля «Ялта Интурист» в городе Ялта.
Кроме того, совместно со спасателями городской службы спасения 15 курсантов филиала несут службу на всех городских пляжах Ульяновска. Весь май наши старшекурсники всех филиалов и головного колледжа готовились к защите дипломных работ, и вот оно свершилось. Вы сдали демонстрационный экзамен и защитили свои выпускные квалификационные работы. Торжественное вручение дипломов головного колледжа состоялось 2 июля в Доме дружбы народов. Дорогие наши выпускники, всего вам светлого и доброго в жизни. Выбирайте только свой путь и помните, где мы, там победа. Учебный год завершился на мажорной ноте. Торжественная линейка по случаю окончания 2019 учебного года состоялась 28 июня на Новом плацу возле здания колледжа. Самые достойные активные курсанты были награждены грамотами, благодарностями, медалями и орденами. А клуб патриотического воспитания «Барабанная линия» порадовал нас своими выступлениями. Дорогие курсанты, мы ждем всех вас в полном составе 2 сентября. Хорошо вам провести летние каникулы. А для наших будущих курсантов напоминаем, что приемная комиссия колледжа государственной и муниципальной службы закрывает набор 10 августа 2019 года. Успейте подать документы и стать одним из нас. Следите за новостями в наших социальных сетях, а с вами была я, Бокарева Кристина. До новых встреч в новом учебном году!